Главная тема форума этого года на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. И особенно актуально здесь становится международное сотрудничество. Можно с уверенностью сказать, что регионы Дальнего Востока готовы сотрудничать со странами АТР, но при условии обоюдного соблюдения культурных и национальных особенностей. Открыла череду международных соглашений подписание документа о сотрудничестве между Якутией и Индией. Стороны близки не только своими территориальными размерами, но и тем, что обе являются крупнейшими алмазодобывающими регионами в мире. Именно этой сфере промышленности в ходе подписания уделялось большое внимание. Глава Якутии для развития делового инвестиционного сотрудничества предложил предприятиям индийского алмазогранильного бизнеса рассмотреть возможность вхождения в качестве резидентов в ювелирно-гранильный кластер Тор Якутия. Это не первая наша встреча с главой республики Саха-Якутия. Мы раньше уже общались на Петербургском международном экономическом форуме. Безусловно, Индия заинтересована в сотрудничестве в культурном, научном, экономическом плане и, конечно же, в плане сотрудничества как два крупнейших в мире региона, которые добывают алмазы. Кроме этого, на встрече речь шла об установлении побратимских связей между городами Якутск и Сурат, участии в республике в глобальном саммите Ярки-Гуджарат, установление образовательных и научных связей между учебными заведениями. В заключение Айсан Николаев подчеркнул, что подписанное соглашение станет шагом к дальнейшему развитию межрегиональных связей между нашими странами и закрепит партнерские отношения между регионами. Поднебесная – еще один давний партнер Якутии. Только по итогам прошлого года объем внешней торговли между республиками достиг $3 миллиардов. На полях ВФ Айсан Николаев провел встречу с вице-губернатором провинции Хэйлунцзянь Китайской Народной Республики, господином Хань Шиндянем. Провинция – основной партнер Якутии в Китае. И, как отмечают специалисты, это сотрудничество постепенно вышло за рамки товарной торговли. Уже реализованы совместные проекты в области медицины, науки, образования, сельского хозяйства и промышленности. Провинция Хэйлунцзян – это наш давний партнер, это самый наш основной партнер в Китае, с которым мы с 2004 года активно тоже сотрудничаем. В этот раз мы обсудили вопросы, конечно же, в первую очередь, повышения, увеличения нашего товарооборота с Китаем. Сейчас Китай является основным торговым партнером нашей республики. Товарооборот составляет более $3 миллиардов США. Это не маленькая сумма, но мы все-таки планируем, что товарооборот будет расти. И сегодня как раз договорились создать совместную рабочую группу, где наши ответственные министерства ведомства структуры тоже будут работать над тем, чтобы достичь цели увеличения товарооборота Якутии с Китаем. Китай и Индия – ведущие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тот факт, что власти Якутии начали работу на форуме именно с деловых встреч с партнерами из этих стран, в очередной раз подтверждает, что республика – драйвер экономических, промышленных и цифровых проектов на Дальнем Востоке. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток.